мне так сейчас так тяжело так назад взглянуть, посмотреть, потому что, скажем так, я не был таким выдающимся боксером, как, скажем так, наши великие мастера. Я рос хиленьким мальчиком. Это обыкновенная история всех боксеров. Я рос хиленьким мальчиком, надо было что-то делать, чтобы как-то окрепнуть. Проблемы были в школе, на улице были проблемы. Братьев у меня не было, отца я рано потерял, так что выхода не было. Я так всегда утверждал и буду утверждать, наверное, что бокс это, знаете, это даже может быть не столько спорт, сколько это система закалки характера. Ребята, ну элементарно, это удары в лицо ежедневно, многократное повторение. Не каждый человек выдержит. Вернее, человеческая психология не каждый выдерживает. Это нужно иметь определенную долю терпения. Как бы то ни странно, у нас среди тренеров да, так шуточное мнение бытует, да, что боксеры выходят из подвалов. То есть, значит, из старых, зашарпанных залов выходят. Из еврозалов боксеров не бывает. Большинство тренеров, когда были сами боксерами, себя не жалели, нещадно. А вот почему-то своих мальчиков начинают жалеть. Понимаете? Хотя что-то где-то пытаются, как вот отец не желает своему ребенку доли, которую он, тяжелую долю, которую он сам прошел, да, как бы играет. Ну, я скажу так, я всегда своим ребятам говорю так, что каждый удар в вашу голову – это удар в мое сердце. И самое страшное – это, конечно, бои. Коллеги видели, я практически вот после каждого боя я вот пластом лежу на кровати. Я не могу где-то минут 30-40 себя прийти после соревнований, понимаете. Тяжело, переживаешь за ребят, там за один бой практически, грубо говоря, вся жизнь перед глазами пролетает. Все-таки это наши воспитанники, а воспитанник, мы с ними же годами же тренируемся бок о бок, ежедневно видимся. Многие тренера учеников видят чаще, чем своих детей, понимаете. Но поверьте мне, когда парень готовится к чемпионату мира, он с тренером, они совершенно не думают о гонорарах. Они думают о победе на ринге, стать чемпионом мира. Мы спортсмены, мы в чем-то альтруисты, мы продаемся на вот этот момент, когда чтобы где-то за границей, как часто играют наши гимны. Все, весь мир уходит, все проблемы уходят на дальний план. Самый главный момент, вот этот момент. Мы победители. Флаг, наша страна, гимн, рука о груди. Понимаете? Вот это, считаю, знаете, радость, понимаете, что ты что-то сделал для своей страны, для своего народа, понимаете? Что ты не зря эту жизнь прожил.